Şırkansın en oranım Şöyle saklagana Erdayım yelişin Jeniz benim namusum askak arım Yelimde mahtanama Jeldirip köktüm Şırkansın en oranım Şöyle saklagana Erdayım yelişin Jeniz benim namusum askak arım Под голубым флагом сила и отвага И до победного гонга осталось недолго Elimde mahtanama Jeldirip köktüm Şırkansın en oranım Şöyle saklagana Erdayım yelişin Jeniz benim namusum askak arım Я горжусь своей страной Волки одни из лучших Одни из самых бьющих И она здесь земной Знает, Казахстан позиции не сдает и не отступает Вы лучше солдат воспитывайте, а не то я с вами на другом языке буду говорить. А вот пугать меня не нужно. Я вам не шантропа какая-нибудь. Что-то я не понял. Ты же вчера только заправился. Заправляй давай. Или мне позвонить кое-кому. На, я подписывал. Ни в какие рамки больше не лезет. Вы знаете, он наших мужиков так гоняет, так гоняет. Каждый день долг родине отдают. Он почти у меня на крючке. И даже пугать меня вздумал. Что с ней? Не знаю, воняет. Срок годности, что ли, пропал? Ну, конечно, месяц назад просроченный. Дай мне вилку. Похоже, кухня продукты некачественные получила. Вот и результат. Пожалуй, мне больше некому доверять в этой части. Поэтому мне нужна ваша поддержка. Отныне работать будем так. Капитан Бежанов. Я. Голы вы отвечаете за боевую подготовку. Есть. Вы, Тулиген. Я. Делаете полную инвентаризацию техники и ГСМ. Есть. Отчет мне каждую неделю. Есть. Раз, военный номер 1204. Раз, военный номер 1203. Раз, военный номер 1202. 1202. Вы, Кайсар. Займитесь учетом оружия и боеприпасов. Есть. А вам, Владимир, предстоит составить полный график перемещения всех солдат и сержантов на месяц вперед. Отчет мне лично. Есть. По поводу ГСМ и боеприпасов, документы ко мне на стол завтра утром. Есть. За каждую мелочь, господа заместители, отвечать будете вы. За любое нарушение буду наказывать строго, вплоть до снятия звания. Посему, думаю, контроль усилится и ответственности прибавится. А по всем остальным вопросам – кухня, дисциплина, встречи с родственниками, досмотр личных вещей – назначить ответственных и список ко мне на стол завтра утром. Надеюсь, задачи всем понятны? Так точно, так точно. Господин гвардии майор, Разрешите обратиться? Обращайтесь. вот можно как-то поподробнее мою задачу разъяснить? Ваша задача – упорядочить перемещение солдат и исключить контакты с местным населением, общение только с родителями.
и повесить в каждом подразделении расписание всех занятий. Вы должны не только знать, где находится каждый воин, а даже видеть его. Все это, конечно, правильно, господин гвардии майор, но вам не кажется, что это задача из области фантастики? Если мы ограничим и без того урезанную свободу нашим солдатам, они ведь могут и взбунтоваться. У них здесь близкие, друзья. Вы что, совершенно не боитесь никаких контрмер с их стороны? Я это уже проходил. И в гораздо более суровых условиях. И советую вам, Владимир, свои страхи загнать куда поглубже. И заняться священными обязанностями офицера, а именно защищать свою родину. Я прекрасно осведомлен о всех обязанностях офицера и готов выполнять их каждую секунду. У кого-нибудь еще вопросы? Да, и вот еще что. По периметру части и в стратегически важных объектах будет установлена система видеонаблюдения. Контроль за ней буду вести я лично. Конец совещания. Господа офицеры. Все свободны. Что делаешь? Садись. Сейчас упадешь и все. Ты же военный. А всего боишься? Я не за себя боюсь, я за тебя боюсь. А когда мы были маленькие, ты не боялся. Это было наше самое любимое место. Мы хоть каждый день играли в эту игру. Но это было в детстве. Да, быстро время бежит. Асем, Да. скоро у меня будут деньги. И мы сделаем пышную свадьбу. Представь себе, большой зал. Народа много. Наши родители танцуют, играют. А мы сидим в серединке. Во время тоста встаем, садимся, встаем, садимся, встаем, садимся. Это же классно. Дурачок. Не нужна мне никакая свадьба. Главное, чтобы ты был рядом. Но я же дал слово офицера. Так ты же еще не офицер. Ну, скоро стану. Асем, я тебя люблю. Очень сильно люблю. Я король горы! Ой, осторожно. Господин капитан, рядовой Ахмед Шарипов. Это что? Машина. Хорошо, ставлю вопрос конкретней. Это что? Колесо. Самый умный? Вот это что? Грязь. Молодец. Откуда на колесе грязь? Так это дорога грязная? Угу. Можно спросить, почему вы ехали по дороге, на которой грязь, когда вокруг сухо? Это была единственная дорога к части. Тогда делаем так. Берешь тряпку и моешь.
Колесо? Нет, дорогу. Так что мыть-то? Не помешаю, господин майор? Присаживайтесь. Тянет до сих пор? Бывает. Меня тоже, когда бросал, тянуло. Дочку давно видели? И видел, и слышал. Уже очень давно. Звоню, а ей трубку не даешь. Теща? Бабушка. Ясно. Анекдот давай расскажу. Давай. Рыбак сидит на берегу реки, червячка насадил, закинул, сидел, ну и заснул. Просыпается, удочка ходуном ходит, он его, оп, червяк в него. Ты что, заснул? А меня тут не съели. Хороший анекдот. Жизненный. Господин майор, давно хочу спросить, зачем вы новому комбату свой характер показываете? Ну, по уставу как. Да ты знаешь, слухи разные ходят. Говорят, что командир наш новый не случайно здесь у нас. Перевели его. Так ведь перевели-то порядок навести. Нормальный мужик. Так-то оно да. Порядки наводить нужно. Только ведь и у него там не все гладко было. Говорят, избил троих. Избил? Заявление на него написали. Вот и думай сам, для чего он сюда приехал. Как по мне, так отсидеться. И стоит ли перед ним прогибаться, я не знаю. Ведь уйдет и все по-старому останется. Господин майор, не знаю, как вы, мне он нравится. А что будет, то будет. Посмотрим, поживем, увидим. Это ты верно говоришь, господин капитан. Поживем, увидим. Ладно, пойду, работать надо. Я вам еще раз повторяю, с ним все в порядке. На кухне тушенку просроченную привезли, а повар не посмотрел на сроки. Не переживайте, завтра сможете с ним поговорить. Да. Я вам лично обещаю. До свидания. Простите, господин Гвардия. Входи. Вас внизу ожидают Кто? родители Эмека и Сатая, то есть рядового Кунаева и Алибергенова. Ясно. Свободен. Есть. Ну сколько можно ждать вас? Ну реально уже стоять. Позовите. Успокойтесь, пожалуйста. Командир уже доложили, он придет. Подождите, пожалуйста. Позовите, пожалуйста. Сколько можно ждать? Я понимаю, сейчас он придет. Здравствуйте, Жирный барышня. капон Василий Масиенко. Гвардия майор Есенов. Сколько можно Не вас болды, ждать? не мынау мына қайда тәртіп деген қайда заң қайда неге біздің балаларымыз улану керек неге олар ауырады өзі көрсетіңдер. Тихо! Не все сразу. Что у вас? Господин майор, что у вас тут происходит? Я вообще не понимаю. Вчера нам позвонили, сказали, что моего брата отравили, что он лежит здесь в больнице, какой-то реанимации. Вы объясните мне, что здесь происходит, а? Вы, главное, успокойтесь.
с вашими детьми все в порядке. Это всего лишь маленькое пищевое отравление. Сейчас они проводят лечение, и завтра они приступят к своим служебным обязанностям. Поводов для паники нет. У вас, у военных, всегда один ответ. Все в порядке, все под контролем. Что это за порядок? И контроль у вас такой. Если ваша кухня людей травит, мы на вас, высшие инстанции, жалобы писать будем. Я еще раз говорю, поводов для паники нет. И здоровью ваших детей ничего не угрожает. И с этого дня я лично буду контролировать качество продуктов. Вы извините меня, господин майор, но я здесь не первый раз прихожу. Каждый раз у вас что-то новое, что-то у вас здесь творится бардак каждый раз. Я вас вообще первый раз вижу. Ну, я смотрю на вас, вы, по-моему, человек решительный. Повлияйте как-нибудь на это дело. Разберемся. Все они дали присягу. И тяготы воинской службы – это часть долга Родине. Но я сделаю все, чтобы эти трудности были только оправданными. А брата как-нибудь можно будет увидеть? А с Ермиковым точно завтра можно поговорить? Завтра все поговорите. Даю слово. Короче, на прошлой неделе я, малыш и бешеный едем к этому багги. Подъезжаем. Перед нами человек 30, да, кажется? Ну, 28 с половиной, вот так вот. Мы с бешеным вышли, стоим, смотрим на них. Те на нас смотрят. И тут, короче, звук. Открывается задняя дверь. Оттуда вывалится малыш. И тупо идет мимо этих 30. Прям вот на них идет. Все на него так в шоке смотрят. Доходит до самого Ярова. Цепляет его одной рукой за шкирку. Поднимает на 1,5 метра над уровнем моря. И что ты ему сказал? Не хулигай. Там бешеный под машиной валялся. Салам тебе. Ага, салам. А ты что не в части? Да, увольнение выпустить. Нам надо поговорить. Ага, ну присаживайся. Давай поговорим. А что случилось-то? Да, в части переворот происходит. Новый закон. Камеры везде. Заборы. Ты понимаешь? С тобой дело нелегко будет теперь. Это тебе трудно будет. Ты что, рамсы попутал, пацан? Твой майор, твои проблемы. Вы там хоть подкоп ройте. А сделку мне срывать не надо. Или ты хочешь, чтобы твоя мама твои проблемы решила, а? Нет. Что мне придумаем? Я вот подумал, ой, твои друзья, может, нажмут на майора, чтобы он успокоился. Ты за меня не думай. Я сам умею думать. И твоего майора мы быстро приструним. Попозже. Все, давай, вали. А, да. Не забудь. Следующая поставка в четверг. Понял? Хорошо. И что там с вашими пацанами? Да нормально все. Несколько молодых отравились, а так все хорошо. Да, хер с ним. Ладно, давай. Ну что, пацаны, давай выпьем за нашу доблестную армию, которая нас бережет. И что дальше? Ну вот что мне с ними делать, а? Под суд отдать? А вдруг не виноваты?
Простить? А вдруг замешаны? Может, мне здесь пыточный кабинет оборудовать, а? Угу. Еще семьи выкрасть. Тогда они точно все сознаются. Булат, не парите, пожалуйста, горячку. Здесь дело нечисто. Это и так очевидно. Человек едет покупать на полгода тушенку. Именно в этот момент продают ему эту просроченную. Понятное дело, что из части кто-то сливает информацию. А вы как думаете? Ну, с солдатами тут все понятно. Ему дай пожрать да поспать, и денег немного. Он и рад служить. Найдешь одного, накажешь, другой найдется. Тут надо выше глядеть. За нашими господами офицерами. Чувствую, оттуда ветерок веет. Мне еще тут про какого-то Тиму Черного напели. Что-нибудь слышали про него? Тима Черный – это местный Робин Гуд. Он слабых не трогает и даже работу дает. Но вот у государства и у тех, кто побогаче, всегда рад кусочек откусить. Какие тут богачи? Хотя тушенку тухлую он бы смог продать. Не миллиарды, конечно, но вполне неплохие деньги. Особенно, если тушенка просроченная и на халяву. Ну тут наверняка это его дело. Но вы не думаете, что Тима Черный – это мальчишка, который занимается какими-то мелкими делами? У меня есть информация, что он замешан куда в более крупных сделках и на более серьезные деньги. И вы думаете, что местные встанут за него, если что? Ну, встанут, не знаю, но уж точно мало кто пойдет против него. Чтобы как-то бороться с ним, тут нужно очень серьезно подготовиться. А вам, с вашим характером, пороть горячку, я думаю, не стоит. Ничего. И до Тимы черно-белого руки дойдут. Уж вы мне поверьте. Мы сначала дома порядок наведем, а там видно будет. Всего доброго. Счастливо. Булат сегодня показал зубы. Да ты что? Теперь у нас все будет под контролем. Сказал, поставить видеонаблюдение. Патроны и гильзы теперь считать будем. И что? Он сам один будет просматривать видео, отслеживать все, да? Разия, ты что такая глупая? Скажи мне, пожалуйста. Он нам, понимаешь, нам задание дал. За невыполнение мы все идем под суд. Все вполне съедобно. Мясо, вот овощи, пожалуйста. Как в лучших домах Лондона. Значит, твои дела важные, а мои дела надо обсуждать, да? Алибек! Что, Алибек? Успокойся. Женился на маме, вот и терпи, папочка. Булат, Булат, не трогай его, а! Кажется, я перестарался. Кому нужно мое рвение, да еще такой ценой? У меня бизнес горит. И на то, что ты подписался, ты должен будешь мне сделать. Если ты мне это не сделаешь... У своих там проблемы, а еще мне какие-то там из-за конфетов там ругают. Мы достигли каких-то результатов, и вы хотите просто все бросить на самотек? Понимаете, эти люди только этого и ждут. А у меня такое впечатление, что здесь кто-то очень заинтересован в развале этого дела. Эти люди
спасают свои шкуры, у них проблемы. Им просто не до этих простых солдат. Мне кажется, Кайсар, здесь кто-то замешан из начсостава. Желбіреп көктем, шырқалсын ән ұраным, жүрекке сақтағана. Әрдайым ел үшін жеңіспенен намысын асқақ арым. Елім деп мақтанамын. Желбіреп көктем, шырқалсын ән ұраным, жүрекке сақтағана. Әрдайым ел үшін жеңіспенен намысын асқақ арым. Под голубым флагом сила и отвага, и до победного гонга осталось недолго. Елім деп мақтанамын. Желбіреп көктем, шырқалсын ән ұраным, жүрекке сақтағана. Әрдайым ел үшін жеңіспенен намысын асқақ